Привет, друзья! Сегодня я хочу показать вам праздник, который называется Посавская Штефания. Штефания – это соревнование в игровой форме, когда неженатые молодые парни на неоседланных лошадях с помощью железного кия разбивают деревянную емкость, похожую на бочку. Чтобы все прошло как можно лучше, парни тренируются несколько недель перед соревнованиями на групповых занятиях. Конь должен по команде наездника правильно начать разгон, перейти на галоп и вовремя остановиться. Парней называют штефовец. Перед соревнованием они выбирают себе в пару девушку, которую называют дечва. Парень и девушка одеваются в традиционные одежды Гаринского региона. Во время соревнования девушка держит шляпу молодого человека и всячески его вдохновляет. Наездник, штефовец, в правой руке держит кованный железный кий, который называют штефань. Длина кия от 40 до 60 см с прямоугольной насадкой без острых углов на конце. На рельефной ручке кия находится кожаный ремешок, чтобы кий случайно не выпал из рук наездника. Бочка, которую разбивают участники, сделана из деревянных дощечек и обручей. Обычно используют 14 обручей для одной бочки. Бочка надевается на деревянный шест на высоте 2 метров. В большинстве случаев лошади, которые используются в соревнованиях, являются фермерскими. На них нет седла, но допускается использование покрывала, зафиксированного ремнем. Участников оценивает специальная комиссия, состоящая из опытных участников прошлых соревнований. Каждый член комиссии оценивает свою категорию баллов. Наездники получают баллы за управление лошадьми, силу удара, сбитый или разломанный обруч на бочке, сломанные дощечки или полностью разбитую бочку. Martan, evo Martan je že začel prav, Janez bo verjetno točil žgal gor po obročih. Ja. In tudi Matej bo obročil prav to. To je. Točno to se je zgodilo, ampak prav hitro so naslednji. Kanci, Peter, Martin, Janez, kam vam zdaj? Ведущий на соревнованиях – это опытный участник прошлых соревнований, который женился последним. Он контролирует ход всего соревнования. Соревнование заканчивается, когда бочка разбита и ее дно сбито с шеста. Затем комиссия подсчитывает баллы, чтобы определить победителя. Если двое участников соревнований набирают одинаковое количество баллов, то побеждает тот, у кого был более тяжелый конь. Победителя не объявляют. Для того, чтобы узнать, кто победил, участники верхом проезжают мимо жены ведущего соревнований. Только она знает, кто выиграл. В руке у нее венок из цветов, и она держит его так, чтобы проезжающий мимо всадник мог насадить его на свой кий, но в последний момент она убирает венок. Обычно только на третьем круге она дает победителю возможность насадить венок на кий, таким образом сохраняя интригу как можно дольше. Браво, Петър! Петър, дай заврискай! Браво! О, мой е dobro, moj Нека
Затем все участники со своими девушками получают поздравления, подарки и пьют вино. После соревнований участники отводят лошадей домой, и дальше продолжается праздник, который длится до глубокой ночи. Посадска Штефани организуют жители деревень Сабли и Клечи. К соревнованиям готовятся очень тщательно. Много жителей в качестве добровольцев помогают в организации, чтобы сохранить эту замечательную традицию. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.